На одну собаку вперед. На две собаки вперед. На три собаки вперед. Соблюдайте дистанцию. Расстановка пока предварительная. Мы еще не смотрели зубы. Это сейчас, если есть у кого какие вопросы, задавайте, спрашивайте. Потому что расстановка пока предварительная. Давай начнем с зубов. Кличка. Ой. Так, вот первый показываем. Сначала спереди. Ага. Нормальный прикус. Теперь с боков. Хорошие зубы, какие Побольше. крупные. Так, тут видно все. Давай это. Давай другую сторону. Другую сторону. Опа, что-то клык. Это. А что с клыком у тебя? Скол. Да не скол, он какой-то не до это. Недоразвитый или ломался, Сломался, видимо, расколотый. Расти начал в молодом возрасте. Бывает же вшитые яйца. Резиновые. Здесь нормально, так, эту сторону. Здесь нормально. Так, что дальше? Плотоядное посмотреть. Нормально. Опа, да не... О, тут нормально, все прекрасно. Кличка собаки как? Чисха. Так, это не с этой оперы, да? Показываем зубки. Сначала прикус. Сначала прикус. Это смыкание так. Нет резца, это зацепа левого, это верхнего. Надо сразу указывать. Нет верхнего левого зацепа. Это кто? Как кличка? Но он, да, еще посмотрю, удален или сломан, потому что место под него явно. Он сколот. Зацеп, да, это неврожденное. Так, с другой стороны, вот с этой. Ты смотри, с какой я стороны смотрю. Мне ж, это, вот за клыком, нижнюю губу чуть-чуть. Не вижу, язык мешает. Приоткрой ему рот немного. Я первого не вижу, премоляр. Так, нету. Первого правого премоляра нет. В принципе, это небольшой недостаток, это не страшно. Первого правого премоляра. Ага, записала. Яйца Не, нижнего. нижнего, да? Да. Сначала прикус. Прикус нормальный. Здесь все нормально с этой стороны. Нормально. Откуда собака эта привезена? Это моя своя собака. Меган Хангалас здесь, Заречный. Недалеко от Якутска, да? Да, на той стороне. Рослый для молодого. Да он рослый, он нормально сложенный. Он... А одет как-то бедновато. Что... Посмотри по бокам ось. Или вот ось, или по бокам явно редковато. От чего? Или авитаминоз, или так одет.
Бывает или жира много кормит, или атоминоза бывает. Его вот эта одежка портит. У него просто... Его здоровые. Ну хорошо, прикус нормально. Что у него холочка хорошо развита, все, а вот эта вот одежка его портит здорово. От матери. И у матери так было, да? Такая одежда. Но одежда портит его. Должна собака вот так одета быть. У него редковатая ось. Хотя пух мощный, хороший, а ось явно редкая. А это вот что? Давай зубки смотреть. Кличка собаки. Это кличка как? Гром. Гром, да? Нормально здесь это сбоку. Так. Сейчас приоткрой пасть, у меня нижних зубов не видно. Так, нормально. Опа. Вторых, нет, это просто такое между первым и вторыми такое расстояние большое. Клыки еще не крупные. Ну все там это, и вторые, третьи расстояние от клыков. Как-то сдвинуто назад все. Что Так. тогда зубная форма какая? Да правильно все у него. Яйца. Так, пойдем сюда. Это. Молодец. Молодец. Нет, сначала надо посмотреть прикус. Да, вот это вот. Смыкание. Смыкание нормальное. Зубки беленькие, крупные. Так. На нижней челюсти не видно зубов. Чуть открою ему рот. Открой рот. Молодец. Опа. Что там? Так, ты это пальцами закрываешь. Молодец, вот так. Молодец. Так, тут нормально сверху. Сверху еще лучше. Нормально. Так, пойдем сюда. Все, давай с этой стороны. Нормально. Вот собака с хорошей, красивой головой. Вот среди якутских ей надо первой ставить. Ну, должна быть черная мочка носа у восточника при любом окрасе. У восточника? Конечно. При любом окрасе? Да. Это якутская порода получается. Вот под якута он вообще идеально подходит. А его вот эта гипертирная мочка портит. А так красивый кобель, хорошо сложенный это. Так, давай яйца пощупаем. Нормально все у него. Вот за эту мочку придется оценку снижать. Какой у него возраст? Года 4. Такое впечатление, что ему еще младше, что он недосформированный, недорос. Головка вроде красивая, все, спиночка еще это. Давай зубки смотреть будем. Глазки темные, хорошие у него. Прикус нормальный, по бокам давай. Опа, по-моему, второго нету. Так. Что такие расстояния-то большие? Так. Ну вижу, это первый. А между первым и вторым вот такие огромные расстояния. Или он там сломанный. Вот смотри. Что Тюргена нет? Кличка собаки, что Дюк, там? дюк. А, дюк. Вот с другой стороны, смотри. Вверх. А, Или он выломанный второй, или это. ну-ка, покажи хорошо. Там вроде как что-то есть, или это. Ну-ка. Вот с этой стороны меня что-то смущает. Нет. Поднимаем. Нету. Нету. А здесь тоже, по-моему, снизу нету тоже. Не, с той же стороны, с левой. Нижнего. Тихо. Нету. Ну, первого, тут верхнего второго нету, и, по-моему, нету первого. А почему так получилось? Да, хоть как. Нету ничего. Значит, первого нижнего и второго верхнего Это кличка? с левой. Да. Да там не совсем страшно. Двух зубов. Так, ага, прикус норм. Обожди, еще раз. Кличка? Кличка такими? Еще раз. Ну-ка. Еще, мне не видно. Я не могу лечь на землю, смотри. Нет, еще сильнее следи. Нормально, ну. На пределе.
На пределе. Там уже зазорчик-то заметный есть. Полнозубый. Записываем его полнозубым. Так, это кто? Как Ноко сказали? А, Ноко, это я уже записала. Ноко, вот форма в норме, да. Установка на ринге восточно-сибирской лаек кобелей младшей возрастной группе. Первые 7 собак получают оценку очень хорошо. Это высшая оценка младшей возрастной группе. 3 собаки получают оценку хорошо. Почему, я потом объясню. Ну, начнем с первого кобеля. Кобель высокопородного вида, хорошо уже сформирован, хотя еще молодой. Голова правильных линий, с хорошо выраженным переходом от лба к морде, но в то же время плавным, с невыделяющимися надбровными дугами, с массивным, но сухим щипцом, в меру кобель растянутый. Смотрится очень хорошо, красиво. Второй кобель практически ничем первому не уступает. И даже если их поменять местами, большой бы разницы не было. Ну, этот уже больше просто смотрится кобелем. Раньше созрел. Третий кобель. Голова породных линий. Хороший темный глаз. Ну, до конца еще не сформирован. И такое впечатление, что у него плечелопаточный корпус, отдел стал от тазобедренного отставать. Он маленько жопастеньким и высокозадым смотрится. Ну, я думаю, со временем пойдет он в холке под ней. Да. Ну, младше, даже средние. Восточники, они позднеспелые собаки. Это европейцы годы уже готовый кобель. А эти все такие щенки, им еще расти надо. У них у некоторых даже ростовые узлы на ногах еще есть, им еще расти надо. Кобель с красивой головой, с темно-карими глазами, с плавным переходом. По одежде, чтобы желательно, более развита муфта, вот как у этих собак. Муфта и баки. А так очень красиво. Только с послушанием проблемы. И зубы не любит показывать, избегает. Сборный украшающий волос. Да. Следующая собачка. Голова породных линий, без претензий, с хорошими углами сочленения. Ну, видать, или помыли перед выставкой. Волос смотрится мягковатым. Все-таки должен грубее смотреться. Лучше собаку не мыть. И грудь еще до локотков не опущена, грудь не до конца сформирована. Чем он, собственно, предыдущим? Ну, оценка одинаковая. Ну, предыдущим чем проиграл. Эта собака. Уже крутоватый переход от лба к морде, чем головой уступает. И щипец мощный, но желательно, конечно, не как у западносибирской лайки, а щипец подлиннее. Она смотрится короткомордой. Следующий кобель. Кобель в верхнем пределе роста, с красивой породной головой. Мне у кобеля не нравится уборный волос. Я думал, это в результате заболевания, но, говорит, у матери было точно так же. У него на боках почти нет ости. Под пушей, смотри, вот на холке волос есть, а бока у него, считай, один пух лысый. Лайка должна быть одета вот так. Пух должен лось приподнимать, она от этого еще пушистей. И он потому внешним видом потерял очень сильно. А так хорошо развитый, мощный, красивый кобель. По этой лайке. Почему оценка хорошо? У нее очень хорошая породная голова, хороший постав ушей. Но единственное, что хотелось бы глазик потемней.
Вот она хорошо будет смотреться в ринге якутской лайки. Потому что у восточно-сибирской лайки должна быть черная мочка носа при любом окрасе. А так это считается порог и не выше... Слабая пигментация. Да, ну порог. Например, у западносибирцев при белом окрасе допускается коричневое. У восточно-сибирцев черное при любом окрасе. Вот и все к ней претензии. Хорошо, очень сложная собака с правильной линией головы, все. Вот этот кобелек. Немножко недосформирован еще, молодой, высокозадый, чуть переслеженка в спине. Но основные претензии у него нет двух премоляров, одного нижнего, одного верхнего. Третье. Их можно местами, у этих хорошистов, как угодно понять. Неплохая голова у собаки, хорошая колодка, краб. Да, по корпусу. По корпусу был бы на конечности, краб по корпусу, порог не выше хорошо. Причем в любой группе это так будет. И с этой мочкой так. А так хорошо. Вообще впечатление о младшей группе очень хорошее. Потому что смотрел, что было к заборам привязано, там даже в породности сомнения возникали. Здесь явно это восточно-сибирские лайки с хорошим породным, высокопородным видом. Это будущие породы. Ну, еще что в работе покажут. Ну, произойдет. Мне понравился ринг это. Вот этот работал по Соболю, по Зверю, вон тот работал по Зверю уже. Ну, хорошо. Их возу, это хорошо. Главное, что рабочие собаки это. Ну тогда получается у меня это якутская лайка, да, вот это. Вот как якутская, она получит отлично. Потому что там белая А у допускается. якутских хвост ровный. Что? Какая разница, хвост ровный. Ничего подобного. Кто это такое сказал? Закрученный серпом должен слюны касаться. И у них может и вот так быть, и лишь бы касался спины. Тогда вот это Да. мне вот это получается. Ну как, ну ВСЛ по голове. Якутская лайка, это внутрипородный тип от ВСЛ. Понимаешь? А у ВСЛ не допускается депигментированная мочка, должна быть черной. У якута допускается, у якутской. Но якутской лайки, как такого официального стандарта нету. Это пока начинают формировать породу, что-то думают. А вот как в восточно-сибирской лайке, единственная к ней претензия – это мочка носа. Как в той собаке претензия – это краб по корпусу. А так бы она вон там где-то ближе к голове бы стояла, и твоя бы тоже. Если вот к этой собаке претензии по шерсти. Это от матери. Ну, лучше было бы это просто чем-то приболел, вылечил и все. А если от матери, то, извини, это уже не лечится. Мама, ты вот эти которые стоят. Не цвет, а именно по вкусу.
Еще раз смыкай зубы ему. Смыкай вместе. Кличка. Клещеобразный прикус. А кобель красивый-то хороший. У него уже зубы стерты, клещеобразный прикус у кобеля. Это не от старости? Что? Не от В старости? средней группе от старости, ну прямо это рановато стареть начал. Они до 3 лет только растут. В прошлом году первое место занял. Но он по экстерьеру-то тянет, а зубы-то, видишь, он сносил. Так не должно быть. На одного вперед. На одного. На одного вперед. У него углы сочленений очень хорошие. Ну вот, для кобеля еще груди маленько. Ну, он молодой. Уж этих уже, видишь, до локотков грудь. Да. У того нет. Но этот явно головой проигрывает. У него и щипец коротковатый, у него простовата голова. Остановка в ринге восточно-сибирских лаек кобелей средней возрастной группы. 3 первых собаки получают оценку «отлично». 1 собака получает оценку «очень хорошо», 4-я. И последняя получает оценку «удовлетворительно». Начнем с этой. Высокопородная, красивая собака с очень красивой породной головой. Все. Единственное, что у нее еще не хватает, немного не хватает груди. Ну, ему еще расти 1,5 года, потому что если в старшей группе будет так выглядеть грудь, он этим кобелям проиграет. Вот эти, у этих уже, да, у этих до локотков уже все, а он еще, хотя у него прекрасные рычаги, опорно-двигательный аппарат прекрасный, красивая голова, правильный форм, все, он очень высокопородный кобель, красивый кобель. Спину сказали, да? Там Что? Ну, спинку такое впечатление, что маленько с напружиной. Ну, я вот, когда стоит, я в стойке не вижу. Поясничка немножко. Да, вот здесь что-то. А он, кстати, худенький-то, он просто одет богатенько. Да нормально у него спинка. Нормальная. И он хорошо выбеганный, с хорошей мускулатурой кобель. По этим собакам. Высокопородные, красивые головы, правильные, хорошие колодки. Эта собачка немного выиграла у этой одеждой. Она побогаче, поправильной одетой. Это уже, видишь, начинает буреть волос, как бы в это. У них темные, хорошие глаза. Ну, желательно вот у него чуть бы поположе переход от лба к морде, хотя, да. Но он не критично это выглядит. Ну, а так этих кобелей можно и так переставить, большой разницы не будет. Они примерно одинаковые. 2 кобеля. Это высшая оценка у них. У этой собачки желательно глазик потемнее, это раз. Все-таки у ней выглядит коротковатым щипец немножко. И вот она по сравнению с этими кобелями выглядит простовато. А так хорошая, отличная собака, хорошо сложена. Ну, предыдущим кобелям она внешним видом как-то немножко уступает. Ну, очень хорошо, это для нее действительно очень хорошо. Ну, видишь, и после драк у нее маленько и щипец припухший, с горбинкой, и ухо зашорканное, зажеванное это. А так хорошая собака. По этой собаке, почему оценка удовлетворительна? Прекрасный кобель, ну, может, слегка перекормленный, с мощной, хорошей, красивой колодкой, с хорошими углами сочленений, с красивой головой. Но у кобеля клещеобразный прикус. А это дисквалифицирующий порог, это оценка только удовлетворительная. Согласен. Отлично, и он старший отлично получен, хорошо сложенный, красивый кобель. Но видишь, он тебя скоро хорошо подкормлен, он скоро в линьку пойдет. Он уже черный волос буреть начал. Этот поблеще выглядит маленькой одеждой. А так они, в принципе, идентичные кобели. Но голова лучше у него. Да одинаковые. Кличка.
Одинаковые головы. Просто у этого карамистый окрас, а у этого чернопегий окрас. И вот этот, они немножко по-другому, когда с этими бровями, по-другому выглядят. А так формы они практически одинаковые. Ну, у него возраст уже у кобеля, и зубы уже желтые. Как кличка? Да, так, я по бокам не По увидел. бокам тоже зубки. Ага. По бокам. Здесь нормально все. Снизу. Снизу не вижу, губой закрывает, не вижу. Увидел, тут увидел все. Посмотреть. Ты под живот лучше. Да, нормально. За живот? Ну, под живот. Тихо. Показывай зубы. Опа-на. Половины нет. Сколько лет собаке-то? 8, да? Так, обожди. Кличка собаки. Так, Савинов, да? клыки ломаные. Мне прикус больше интересует, смогу я его определить или нет. Прикус-то, в принципе, был правильный. До этого у него оценка была. Вы первый раз? Да нет. Бастыкынан келдинда. Это Поставы тогда. Он был, говорит, и даже первое место получал в молодости. Ну, у него чувствуется, что прикус был правильный, но до того все изломано, деформировано это. У него голова-то очень породная, красивая. Да сам по себе кобель красивый. Его жалко будет забраковать-то за зубов. Он уже старый, его... Ну, слегка подраспущен, опять стоит это. Стоял зиму, видимо. Это. Ну, еще тут по бокам это. Ну, тут, по-моему, нету первых. Хотя в этом возрасте он может стереть под корень. Вот, премоляров с это. Че пишу зуб? Ну, зубы кариозные, сломанные, да, согласно возрасту. Но некоторые резцы сломанные, прикус определить возможно. Пишем, что возможно, потому что это. До этого была оценка нормальная. Так, пусть постоит. Культя. Хвост. Хвост почему такой короткий? Я не знаю, нам так додали. Такие мы отдали. Давай, у него много проблем. И с ушами, и с хвостом, и с Ну, я этим. хвост деформирован написала. Он укороченный хвост. Это. Кличка? Мы этого не посмотрели. Это. Давай, показывай прикус это. Зубы сношены, но прикус правильный. Это наличие этих премоляров справа, слева. Не вижу. Сверху вижу, снизу Сверху нет. есть, ага. Снизу Внизу? губу отведи. Отведи еще губу. Ага. Я не вижу. Нету? Ну, язык. Нету. Убери язык Язык ему. уберите, ага. По-моему, первого нету. Нету, по-моему. Ага. Первого слева, снизу. Да. Так, с этой стороны. Смотря каких. А клык, если один? Он ломаный клык. Тут второго нету. Собака старая. Ну, все равно они были или нет. И премоляры, они небольшие. Тем более, они у него вообще очень мелкие. Они редко что выкрашивались. Но это не порок, это недостатки. Это кличка? Так, прикус. Сначала прикус. Это переднюю и нижнюю губу. Посмотрите, как смыкаются зубы. Нормально, в принципе. Показывайте зубы. Нет, я прикус не рассмотрел еще.
Так, один сломанный резец, да? В принципе, остальное все нормально. Так. А, я сказал, что можно не смотреть. Их и так висят, видно, что два. Показывайте прикус. Вот умница, молодец. Смыкай ему челюсти. Нормальный. У меня наличие зубов справа-слева. Так, вот тут нормально с этой стороны. Тоже нормально. А он садится. Нормально. Байкал, зубы покажите спереди. Сначала. Не открывая рот. Повыше сделайте, нам не видно. Молодец. Прикус нормально. Зубы все, да? Сбоку надо. Я, держи, что я яйца щупать буду. Нормально все. Кличка. Мой-то. Мой-то. Антонов. А, все, показываем зубы спереди. Стороны справа. Вот. Вот. Ну как, он нормально же заходит, перекрывает верхние зубы. Все грызут. А они же перекрывают все. Там пожелтевший один, да, ну, возраст уже. Есть. Вот это убрал. Есть. С этой стороны. Открой ему рот. Открой, ага. Нормально. Есть, ага. Так, яйца. Так, давай я сзади зайду, держи, как держишь его. Им в старшей группе-то можно не проверять, они уж на 10 раз проверены. А это что? Кличка. Не надо нам номер. Кличка. Ага. Все, показывай спереди зубки. Зубки. Во, молодец. Ну, клеща... Сколько ему лет? 6-7. 6? А, ну не. Клещеобразный прикус пишу. Да, пишу. Клещеобразный. Что? Дефект. Порог дисквалифицирующий. Не вышел удовлетворительно. Порог, да. Да. Дисквалифицирующий порог. Яйца держи. Да, пишу сразу, да, дисквалификация. Можно не смотреть. Вообще хорошие яйца. У этого проблемы с зубами. Вот этого. А у этого. А у этого вот. Смотри по этим. Смотри по этим. Еще на 2. Светловатый глаз. Так, это тоже желательно потемнее. Но это вот кобель очень красивый, хороший. Но у него зубы уже сточены вдрызг это. Да это. Это от того, что... Пойдем дальше. Проходим. Характер. Отлично. Так. Останавливаемся так. Окончен ринг кобелей восточно-сибирских лаек старшей возрастной группе. 5 собак получают оценку «отлично». 2 собаки получают оценку «очень хорошо». 2 собаки получают оценку «удовлетворительно». Начнем с первой собаки. Хорошая породная голова. И вот она чем выиграла у предыдущих 2 собак. У нее темный глаз. У этих вот первый долго ходила, у нее глазом проигрывает. И все-таки эти вот 2 кобеля, они очень красивые, с правильными линиями.
но они, извини, уже дедушки. Дедушкам тяжело с молодыми мужиками соревноваться в красоте. У них уже зубы сношенные под самый корень. Уже прикус с трудом отличается. Такой дряхлости не видно. Вот эти два кобеля очень экстерьерные, красивые, но все-таки это кобель-производитель в расцвете сил. Эти уже, мягко говоря, на излете. Если бы они были помоложе, они и поначалу ходили впереди. Это. Но очень красивые собаки с красивыми головами, с хорошими колодками, рычагами. Немножко портит ее краб на ногах, но это небольшой недостаток. Главное, что по корпусу крапа нету. Это. Эти хорошо пышно одеты, все. Ну, не рычи на меня. Собачка, очень темный глаз, неплохая голова. Кажется, она маленько коротконогая, она бочкообразная, грудь мощненькие, а на ногах получается сильно приземистый. Ну это... Краб только на конечностях, сильно его не портит, ну это... Эта собачка тоже получает оценку отлично. Породная хорошая голова. Вот, голосочек тебе получше. Ушки иногда заламывают. Ну так вот, оценка отлично, особых претензий к собаке нет. За исключением там мелких там недостатков. Это собачка. У собачки коротковат щипец. Морда. Все-таки желательно восточно-сибирского иметь морду подлиннее. Ну, как все вот первые собаки сидят. Он маленько коротковатый. Хотя у него довольно, хоть и выступают на долную други, плавный переход, все. Ну, немножко он уступил, потому очень хорошо. Почему у собаки вот его? У нее прекрасная колодка, все. Но у нее, честно сказать, у нее западносибирская голова. Вот посмотри на щипцы, на морду этих собак. У него сухой, тонкий щипец. У него. Это щипец западносибирской, да и ушки похожи поставить. Это щипец западносибирской лайки. Причем он не смотрится сукой в сучьих ладах. Он видно, что он кобель. Ну, легковатый у него щипец. Это вот голова, его, если в рыжий цвет, он и легкий, у него тип конституции западносибирский, в том-то и дело. Понимаешь? Он и легче этих кобелей. Он сложный, как западносибирец. Его покрасят в другой цвет. И в западносибирский ринг, пожалуйста. С этой собакой. Удочка. Собака непородно, бедно одета. Бедно одета. У собаки короткий хвост. Короткий хвост. У собаки мало того, что крупное ухо, оно еще с переразвитой мочкой. Это тоже порок для этого. И хвост порок, и вот такая шерсть порок. Шерсть должна быть приподнята, пухом не прилегающая быть. Вот, ну вон они все одеты. А у тебя вот гладенькое это. Так что проблема, он смотрится малопородным. Не совсем лайкой смотрится. Ну на охоте на 100% показывают. Запросто. А почему нет? Ну а если его с кем-то смешали, я не знаю, что он работать не будет. Но как по породе, по стандарту, он не вписывается туда. А он прекрасный работник, может, кто бы с этим спорил. У него хорошие рычаги, правда, коровина маленькая есть, он сближает скакательные суставы. Но у них, у таких собак, зато прыжок длиннее, мощнее. У него хорошо, эти рычаги, хорошие углы, все. Спина крепкая, хорошая. Спина хорошая. Он, видно, что он накачанный. Потому что есть собаки явно засиженные, ожиревшие. Ну, лапка у него русачая, не круглая, тоже нормально. Но его голова подводит. А это неправильный прикус. Да. Перекус или как? Клещеобразный. Он занял 3-е место. Почему? Значит, плохо смотрели. Открываем рот и смотрим сейчас.
Это Антонов, да? Обожди, это не та собака. Прикус нормальный, прекрасный. Обожди. Последняя собака ходила, значит, я не знаю, извините, стоп. Это Я же спрашивал, это, ты говоришь, да. Последняя собака, что это, с неправильным прикусом. А он, скорее всего, увел. Да, он убил. Ага, это та собака. Этой собаке отлично надо давать. Отлично, да? Ему отлично надо давать. Давайте сюда вот ставьте, тоже будет отлично. Тоже будет отлично. А вообще-то за то, что с ринга до объявления оценки уводится собака, у нас на 2 года лишают всех мероприятий. Выставок, испытаний, состязаний, все. Все, тогда 4 место пишу я. Оценка Отлично. хорошо. Оценка отлично. У нее краб небольшой, только на этой, только на конечностях. На этом нет, у нее темный глаз. У нее ухо с небольшим развалом, но это нормальный кобель. И смотрит обиженным взглядом, сказать, водили последнюю. Придержите собачку. Вы когда ее помыли? Я? Да. Неделю назад. И чем? Дегтярным маслом и мылом. А вот не стоило этого делать. Она непородную по волосу выглядит. Да, я потрогаю. О. У вас живет? В квартире. Очень тепло у нас. В квартире. Когда линяла? Подпуши у собаки совсем нету. Нету, квартирная она. Хоть ВСЛ, хоть ЗСЛ должны быть одеты вот так. Вот, придержи. Ну не бойся, лапочка. Я ничего плохого не сделаю. Не укусит? Вот смотри. Ось и под остью пух. Этот пух ось приподнимает. А здесь одна ось, а пуха нет вообще. И тем более в Якутии зимой. Ну что, оценка какая у собаки? Что, удочка? Давай, зубы смотрим. Квартира очень теплая. Зубы покажите. Ну на прогулке чаще, чтобы она мороз видела это. Это ярко выраженный порог. Не должна так быть, особенно восточно-сибирская лайка одета так, еще в Якутии зимой. Вообще без подпуши. Ну, это признак нечистопородности. Плотно прилегающая ось без пуха. Хотя так она на восточницу головкой смахивает. Правда, суховат щипец излишне, но по одежде она никак у восточника не катит. Она на улице стояла, вообще она как пышная была. На дворе такие морозы ударили 60. И сразу прям пух, морозы ударили, сразу пух с собаки вывалился, что ли? Ну, я не знаю. Они сейчас удлинять начнут, пух вылазить, он месяц или полтора вылазить будет. И все равно местами он остается, видно, что и отчесы, и все. Но на ней нету пуха, на собаке. У нее жесткая прилегающая ось. Это. Так что ее тоже наоборот, вот в самый конец тогда, где это ее. Возраст. Год 3. Так, с другой стороны. Прикус. Прикус. Так, молодцы. Эту собаку на первое место поставить надо. Давай поменяем. Вот эту. Это собака с
На первое место. Очхор. Ну, на первое Поменяйтесь место. местами, пожалуйста. Очхор. Очхор. Так, вот это что у нас получило? Хорошо? Хорошо. 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 Удочка. Это кто? Кличка Хорошо. Туйма. Ну вот нормально одетая собака. Ну сейчас на что она похожа? У нее пуха нету. Ну давай удочку не будем ставить, если она действительно что. Ну что будем считать, что в линьке. Отсутствие плохое развитие подшерстка не в период линьки. Давай поставим хорошо. Давай поставим хорошо. Ну вот здесь она нормально одета. Ну вот тут ужас просто. Да ведь здесь еще постарались, все остатки пуха выгребли. Хоть бы он там оставался, видно, что он был. А тут его... Тут, ну вот она нормально одета здесь. Нормально одета. Есть там небольшие претензии к голове. Здесь она нормально одета. Давайте хорошо поставим это. Да. Ну вот, нормальная лайка. Даже если линяет на выставку собрать, пусть лучше остается пух, хотя бы видно остатки муфты, пуха, что он там был. А он же все равно на ногачах, на груди остается это. Пускай он там будет. Она получается вся гладкая. Так, остальные все имеют оценку. Оценка хорошо и вне породы. Так, да? хорошо вот сюда. Хорошо. Ее тогда хорошо тоже. Да можно это. Даже на третье место можно, потому что будем считать. Там вне породы. Все? Все. Все? Вопросы еще есть какие? По описанию. В принципе, вот молодые сучонки с породными головами, с неплохими, окраса типичного. Ну, еще молодые, до конца не сформированные. Подрывчики на животе чувствуются, после щенки выправится низ. Грудь подопустится. Тоже с хорошей колодочкой, сука, хорошо развита. Ну, голова сильно уже на западносибирскую смахивает это. А колодка одна из лучших. Немножко квадратненькая. Она накачанная, мускулистая, чувствуется, что это. На первое место идите. Суки, конечно, кобелям сильно в экстерьере уступают. Оценка такая. Отлично. Все собаки, кроме последней. Оценка хорошо. Последняя собака вне породы. В принципе, вот у собаки породная голова, хорошая темные глаза. Единственное, что портит, она после разлиньки еще не оделась. Не это. Вот мне хотелось бы выделить вот эту собаку. У ней для восточно-сибирской лайки идеальной формы голова, идеальная колодка. В принципе, восточно-сибирская лайка должна быть вот так. Единственное, у восточно-сибирской лайки не должно, только может быть черная мочка носа. Вот из-за мочки она получает оценку хорошо, потому что считается пороком. А по всем остальным показателям она превосходит всех собак остальных. Особенно кто дальше нее стоит. Вот такой. А у белой не допускается, что ли? Вот это? Нет. Она альбинос. Да? Она, во-первых, в альбинос были бы красные глаза. Вы мне не рассказываете, что альбинос, это что, альбиноса рыжина? Не допускается. Не допускается. Вы здесь стандарт и читайте. Черная мочка носа при любом окрасе. У западно-сибирской лайки допускается вот это. У восточно-сибирской нет. Вот, породная, неплохая сука. Слегка в кобелиных ладах. Немножко по-кобелину выглядит. Хотя мощная, хорошая сука. Порог – это краб по корпусу. Так бы она ходила вон в отличниках. Краб по корпусу. У этой собаки
очень крупное ухо. Нетипичное для восточно-сибирской лайки. Крупное ухо, еще и с крупной мочкой выделяющейся. Ни у одной породы лаек таких ушей быть не должно. Это где-то отдаленный признак нечистопородности. С неплохой головой, тоже собачка. Но у нее порог, у нее и короткий хвост, и он не касается спины. Она его держит султаном. Это порог. Хвост должен хотя бы касаться это. Головка неплохая, хорошая колодка развитая, правильные углы сочленения и прочее. Оценка у нас хорошая была, да? Хорошо. 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 Из-за крапа. Из-за крапа. У той из-за мочки. Вот у этой уже из-за ушей, и много подрыва живота. Это. У этой собачки из-за хвоста. Из-за хвоста. У этой собачки больше. Собачка тяжеловата. Раз. Собачка. Она сыровата. Она выглядит по-кобелиному. У нее и подбрудочек выраженный. У нее брыльки отвисают. Она явно сыровата. Тем более в средней группе суки должны быть суше. Вот посмотри, какие у всех вот головки. А у нее брыли висят, как у старого кобеля. И она ходит вяло, она явно перекормлена у тебя. Хотя бы была хоть наганенная по суше, получше бы смотрелась. Окрас, в принципе, этот ее не портит это. Но она выглядит явно тяжеловато. Вот по этой собачке. Вот если ее выставить в группу, в ринг русско-европейских лаек, она получит оценку не ниже очень хорошо. У нее типичная голова русско-европейская, у нее квадратный формат, у нее некрупный рост. Это русско-европейская лайка, она не восточно-сибирская никоим образом. Ни по форме черепа, ни по сложке, по формату. Вот были европейцы, можно подвести, было это. Они такие, они квадратненькие, сложенные, все. Не подходит она под восточную. То, что документов нет из промысловых районов привезено, не значит, что она еще восточница. Прикус хороший. С боков. И собачка умница, послушная. Этот, покажи, как пошире открой. Ага, есть, по-моему. Там есть что-то Есть. Так. Передние зубы. Серо. Алексеев, да? Да, Алексеев. Ага. Вот у нее. Жестковато. Одного нету. видишь? Так, сломанный раз, они жестковато уже сходятся зубы. У нее жесткий прикус, клещеобразный прикус. Это сера, да? Сера. Ага. Это хорошо. Это плохо, очень плохо. Так, сколько ей лет? 6 лет. Было бы 7, уже бы более... Если оценка была бы менее было бы. А так плохо. Раньше после 6 считалось это недостатком, если до этого оценка была допустимым, а сейчас клещеобразный прикус. Причем он на самой грани, она недавно зубы стерла. Нормально. Нормально. Нормально, теперь боковые. Это кто? Кличка? Но не мешает определению прикуса. Не мешает это. Он видно, что сломанный. Это. Не все нормально. А где нижние зубы за клыком? А клык-то где? Есть, нет? Не, клык вот он. А, вот есть, вот. А за ним что? Двух нету. Первого, второго. Маляра снизу нет. Видно. Сверху все. Клык сломанный один. Это, у рабочих собак это нормальная вещь. Смотри, когда по соболю работает. Так, есть. Корни грызут, все в дупло ушел.
Когда в дупло уходит, у меня к 4 годам ни одной собаки целых зубов не было. Что все были. Ладно мы кору, а то мерзлые корни еще с землей и с камнями. Кору-то хрен бы с ним, а мерзлую лиственницу корень, погрызи ее. А там земля и это. Так. Ну что, начинаем движение, да? Все, движение начинаем. Или это... Вот на лайку сразу стало похоже. Ну, слабоватый хрен. Видишь, у этой собаки и голова лучше. Это. У нее по зубкам недостаток серьезный. А так у нее голова хорошая. Еще оценок нету пока. Оценок нету еще пока. Давай еще кружок. Круг. На второе место переходи после нее. Две собаки получают оценку отлично. Вот эти. Вот эти две собаки оценку очень хорошо. Оценка хорошо и оценка удовлетворительная. Сразу объясню, почему. Породная сука, все, у нее неправильный прикус. Это удовлетворительно. Почему эта собачка, вроде голова неплохая это. У нее тиковый краб и по этим конечностям, и по корпусу, и по голове. Да еще и трехцветными местами пробивается. Это порог. А порог не выше хорошо. У этой собачка вот хорошо сложена, хорошей формы головы. У ней, ну, спинка, правда, прогнута у ней, просажена. У ней хвост не касается серпов, он не касается спины, это тоже порог. Серпом должен спины касаться. Взял бы на жвачку и прилепил бы ее к спине. А так это порог, должен хвост касаться спины. А так у нее очень хорошая породная голова, одна из лучших на этом ринге. Вот по форме головы, по ставу ушей, все. Ну, перекормленная она немного, это да. Но испортил ее хвост. То, что там ушко отрезали, это травма приобретенная. У этой собачки излишне выражены надбровные дужки. И глазик, хоть она и светлая сама, глаз все-таки желательно потемней и более в косом разрезе. Он немножко как бы это. Потому она вот в предыдущей собаке прыгала. У нее, в принципе, неплохая голова у этой собаки. Но она не умеет себя полностью показать. Она как заломила уши. Так и идет. В ней лайку не видно. Вот вроде поставит лайк, а чуть бум и упали. Такое впечатление, что не болтается, что слабые хрящи. Хотя вот сейчас стоят хорошо. Она бы стояла на втором месте. Но она вот так бы ходила. Но она даже ходила постоянно. И не то, что там бы приложила, она еще вниз завернула. А так, в принципе, больших претензий нету, ни к колодке, нет, в меру растянутая восточно-сибирская сука. Эта собака не зубы бы ходила бы первой. Вот это вот. У нее хорошая голова, все. Но нет первого премоляра, нет одного второго. Это уже недостаток. И я ей отлично, что за голову это с натяжкой. А в принципе вот так должна сука выглядеть в старшей группе, она хорошая, накачанная, все. Ну, желательно богаче одетая, это, подпуш. Это вот собака вот прекрасно одета, в меру растянута. Еще вопросы есть какие-то? По расстановке, по оценке? Ну, вы на первом, у первых никогда нет вопроса. Всегда у последних. Хочу я последний.